Сегодня итоги Министерства экономики подводят в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Еще до начала коллегии Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу выпускника Дмитрия Усова, погибшего в зоне СВО. Свои достижения малый и средний бизнес республики презентуют на выставке. Разбираем, сортируем, дробим и получаем различные виды пластиков. Фирма из Набережных Челнов освоила комплексную переработку отходов. Предприятие занимается утилизацией всех видов бытовой, офисной и другой техники крупных производств с получением новой вторичной продукции. В год более 2500 тонн у нас отходов мы перерабатываем. Это вот уже бывшая в употреблении стрейч-пленка. Мы ее заново перерабатываем, получаем стрейч-пленку новую, уже из вторичных материалов, которые активно используются на заводах. Здесь представлены предприятия-поставщики продукции для нужд СВО, представители университетского технологического предпринимательства и высокотехнологичные компании. Выставку осмотрел Рустам Минниханов. Электрическая решает проблемы выгрузки цепочек грузов, которые замерзаются во время транспортировки. Исключает ручной труд. Сколько вагонов надо размораживать? Сразу 8 вагонов заходит, да? Здесь сразу 8 вагонов в данном случае, да, размораживается где-то, в зависимости от температуры груза и окружающей среды, где-то порядка 40 минут. Коллегия Минэкономики сегодня прошла в позитивном ключе. По итогам минувшего года экономика Татарстана оказалась устойчивой к внешним вызовам, сохраняя инвестиционную активность. Валовой региональный продукт вырос и составил 4 триллиона рублей. Основа экономики – промышленность. Ключевой вклад вносят обрабатывающие отрасли. Положительная динамика наблюдается и в строительстве. Среди основных показателей министр выделил и рост доходов населения. На фоне низкой безработицы реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил более 112%. По итогам 2023 года отмечается восстановительный рост потребительской активности, в первую очередь за счет увеличения оборота непродовольственной группы товаров, в том числе в условиях роста потребительского кредитования. Положительный вклад в динамику розничного товарооборота и общественного питания вносит также рост туристического потока. Рекордным по итогам года оказался и объем инвестиций в основной капитал. Он превысил планку в триллион рублей. В национальном рейтинге инвестклимата республика вторая по стране. В особые экономические зоны удалось привлечь 26 новых резидентов. На территории промпарков работают свыше 1500 предприятий. Работу экономики Татарстана положительно оценили на федеральном уровне. Конечно, в основе любого роста лежат инвестиции. Татарстан у нас остается одним из сильнейших субъектов не только по меркам округа, но и в масштабах Российской Федерации. По ряду целому макроэкономических показателей республика идет в ногу с общефедеральными показателями, а по многим даже превосходит опережающими темпами. Отдельное внимание уделили развитию малых и средних предприятий. Так, МСП республики в прошлом году получила свыше 87 миллиардов рублей господдержки. Вовсю работает трек развития малого бизнеса, потому что это очень важно, чтобы бизнес видел перспективу и рос от микробизнеса к малому бизнесу и к уже крупному. И надо сказать, что только за последний год 110 субъектов МСП в Татарстане стали уже большими предприятиями, или как мы их называем, МСП+. То есть сегодня уже работает на общей системе налогообложения, то есть выросли. Это тоже очень важно. Как подчеркнули, Татарстан активно пользуется всеми мерами господдержки. Хочу сказать, что очень многие инициативы именно по развитию инфраструктуры, кооперации идут из Татарстана. Мы это, так сказать, не раз уже отмечали, поэтому здесь я хотел, Рустам Андреевич, вас поблагодарить за это, за вашу активную позицию, да, потому что многие ваши идеи и инициативы по развитию индустриальных парков сейчас приняты общероссийскими, и видим, что еще есть на чем вместе поработать. Приоритетная задача в стране и республике – технологический суверенитет. И здесь особо важная роль Министерства экономики, отметили на коллегии. Занятие синхронизации деятельности всех государственных органов, проведение скоординированной государственной политики в сфере инвестиционного процесса, развитие инноваций, поддержка предпринимательства, взаимодействие с федеральными органами, реализация наших проектов, госпрограмм и региональных проектов. Подводя итоги, Рустам Минниханов поблагодарил министерство за успешные показатели. Высокие результаты, совместная работа предприятий и органов власти Татарстана с федеральными ведомствами, подчеркнул раис республики. Нельзя забывать, что кроме основной работы,
есть оборонно-промышленный комплекс, есть наши обязательства в части СВО. Здесь тоже наши предприниматели, предприятия вносят огромный вклад, значит, слова благодарности. Здесь же были подписаны ряд соглашений. Правительство республики заключило договор о сотрудничестве с Российским экспортным центром, а также Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.